тәүге осрактары теркәлгән. Эхо Москвы в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщения прочитаны в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем «Уфимский разворот» на волнах радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Сегодня в студии Денис Ганиев. Руслан Валиев, за звукорежиссерским пультом Александр Егошин. Подписывайтесь, ставьте лайки на наши каналы на YouTube, в социальных сетях. Ну и сегодня мы начинаем нестандартно, между прочим, а начнем сразу с гостя. Да, у нас сегодня в эфире, в принципе, будет все то же, что и обычно, но в обратном порядке. У нас в первой части в гостях член Президентского совета по правам человека Екатерина Винокурова. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Здравствуйте. Сразу напомню нашим радиослушателям, что у нас есть номер для ваших смс-сообщений и сообщений в мессенджере Telegram, куда вы можете присылать нашей гости вопросы. +7 927 304 1051. Во второй части эфира мы уже будем читать прессу, мы будем голосовать, но это уже после середины часа. А сейчас хочется обсудить вот эти вот события, связанные вокруг приезда большой делегации СПЧ в нашу Уфу. По мнению многих коллег, меня в том числе, этот десант СПЧ довольно-таки неожиданным оказался в нашу республику. Какова его цель? Ну, вы знаете, на самом деле у СПЧ есть такой формат работы, как выездные заседания, и цель СПЧ в итоге объехать все регионы России, и постепенно вот это и происходит. Я могу сказать, что вот Уфа, Башкортостан были в планах прямо с начала года. То есть ничего неожиданного, в принципе, не произошло. Для нас. Для нас? Ну, это вам говорится. Как я могу говорить за Башкортостан? Вы что? Создается впечатление, что региональные власти, не очень охотно, скажем так, вас встречают. Но я уж не знаю, может быть, встреча, конечно, проходит на хорошем уровне, но с точки зрения освещения, анонсирования, как-то вот дела не очень обстоят. Или я ошибаюсь? Вы знаете, на самом деле, я не могу сказать ничего по освещению. Могу сказать, что в плане открытости нам обеспечили доступ везде, куда мы хотели. Да? То есть, например, даже наши вот коллеги-экологи, которые поехали в Сибай, они спускались в шахту даже. Да. Ну и что там? Я думаю, они подробнее расскажут сегодня. Они приехали в Уфу вчера там очень-очень поздно вечером. Единственное, что я так понимаю, что там они видели задымление над залитой площадь, да. Давайте тогда более подробно поговорим о тех мероприятиях, где вы лично принимали участие. Да, все-таки позади 2 дня. В первый день, и в том числе я присутствовал на круглом столе. Это была встреча такого большей части состава СПЧ с общественниками. И, в общем, там довольно-таки нешуточные страсти кипели. О, да. Какие выводы вы лично или коллеги ваши делают из того, что вы увидели, услышали вот на этом круглом столе? Смотрите, на самом деле я себя в соцсетях написала, я была очень расстроена просто по-человечески, потому что мне было просто по-человечески неприятно слышать, как люди вместо того, чтобы озвучить какие-то проблемы, которые волнуют других людей, начинают друг с другом грызться, причем с переходом на очень персональные аспекты, которые просто было неприлично слушать, на тему того, кто чьи фотографии не повесил на сайте, кому что не додали, да, начинают вместо этого публично выяснять, решать свои проблемы между собой. В этом плане я, честно, я очень сильно расстроена. Я, к сожалению, там не был, то есть правильно ли я понимаю, что между собой это те, кто пришли на встречу с СПЧ, да, или... Да, да, и они То есть внутри, в зале, среди аудитории были личные разборки, скажем так. Да, причем многочисленные, и мы в данном случае чувствовали себя, честно говоря, такими непонятно зачем приглашенными зрителями как раз, да, которых позвали, чтобы разыграть перед нами вот эти все нешуточные страсти, вместо того, чтобы поговорить о том, о рабочих делах, о том, что действительно волнует людей, о каких-то проблемах. Вместо этого люди решали, кто кому что не додал. И я не знаю, что они хотели на нас произвели очень гнетущее впечатление, лично на меня. Я так понимаю, в конце концов, да, когда все мероприятия будут позади, СПЧ подготовит некий доклад, да? Да. Кому на стол он ляжет и для чего? Вы знаете, мы всегда пишем рекомендации по итогам выездного заседания, и будут рекомендации, это рекомендательный характер, они будут и в правительство Башкортостана, и в федеральное правительство, и, возможно, по ведомству, то есть, наверное, по моей части, так как я работала по социальной теме и по избирательным правам, будет для ЦИК, например, кое-что.
Ну, мы, когда... Центр России, не Башкортостан. Да, когда до эфира мы говорили, вы сказали, что, в принципе, не все так плохо. Есть ли что-то, вот, о чем прямо сейчас можно сказать, и сказать, что, ну, вот здесь прям, да, беда, или, например, вот здесь прям здорово все? Ну, смотрите, да, действительно, все очень неплохо. То есть, на самом деле, хочу сказать спасибо всем вообще людям, с кем мы встретились, потому что как раз, как раз люди, с которыми встречались вчера, не пытались выяснять отношения между собой, а говорили ну, то есть те проблемы, которые как раз, вот, как я люблю, очень не видны из Москвы. Давайте поясним слушателям, что вчера был второй день, и вы ездили в Бирск и Благовещенск, занимались как раз предвыборными, точнее, вообще выборными делами, да? Выборными делами, и я посещала социальные учреждения. Еще, да? Да. Давайте по выборам, да, отдельно. Выборы. А с вами, если я правильно понимаю, были в том числе представители Центральной избирательной комиссии России и Башкортостана. Башкортостана. Да. Хайдар Валиев был? Был... Его заместитель? Да, был Гадижев. Гадилов. Ага, все понятно. Так, ну и тогда... Ну и как там дела? Ну, смотрите, там, значит, с одной стороны, хочется проговорить классическую абсолютную историю, когда были, вот, кстати, вот вчера, например, были жалобы со стороны, например, ЛДПР, КПРФ на подсчет голосов, на нарушение при подсчете, но это было, кстати, высказано в нормальной, корректной форме, именно с постановкой проблемы, да, и с попыткой что-то из себя разыграть. Значит, проблема следующая, что люди говорят, ну, например, у меня на участке не было наблюдателей, мой оппонент набрал 98% там, но, к сожалению, если вот это, дорогие друзья, кто хочет заниматься политикой, если у вас на участке нет наблюдателя, то, к сожалению, ничего доказать вот при всем вот нашем всеобщем желании невозможно. Поэтому обязательно хочется, чтобы в Башкортостане развивалось движение наблюдателей и движение, опять же, чтобы люди шли работать в избирательной комиссии, потому что если у вас нет юридической жалобы, к сожалению, можно кричать все, что угодно, но это невозможно обработать никак. Екатерина, а почему, кстати, вот было принято решение вот заниматься выборами и поехать в Бирск? То есть были какие-то отдельные поводы для этого? Количество жалоб в СПЧ с Бирска было много или что? Вот кто это принимал решение, соответственно? Вы знаете, это решение... Дело в том, что мне кажется сложно на это ответить, потому что я до поездки, например, в программу, я была в отпуске сама, и у нас происходит это все в вольной форме, то есть люди пишут, вот, коллеги, мы там едем туда-то, скажите, ну, там, кому интересно, какая тематика, и мы в вольной форме в рассылке пишем, там, мне интересно вот это, дальше формируется предложение, мы можем, опять же, писать, там, а я хочу встретиться вот только с этой организацией, все вот. И вот так все это и формируется. Но, опять же, знаете, это формируется еще с точки того, чтобы не сидеть всем в Уфе, например, да, и в Сибае. То есть постараться максимально затронуть всю территорию субъекта, на который вы например, у меня там часть коллег ездили в Стерлитамак. То есть постараться вот что можем достать, то объехать. Я думаю, что Бирск и Благовещенск были и по этому принципу, и в том числе по принципу, чтобы и про выборы, и социальные учреждения посмотреть. Но если все-таки про выборы продолжить, в Благовещенске у нас есть общественники, которые все референдум пытаются провести по поводу строительства или не строительства мусорного полигона. Тему эту поднимал кто-нибудь? Нет. Нет. Там была поднята вот тема, как раз, которую я озвучила про подсчет голосов. И как раз мы говорили о том, что развивайте наблюдательское движение и обязательно идите в члены комиссии, потому что... То есть в целом все так благодушно, ровно, каких-то особых, не знаю, вопиющих случаев там никто не рассказывал? Нет, там рассказывали вопиющие случаи. Опять же, рассказывала в Бирске, КПРФ жаловалась на газету, которая была во время выборов Курултая, где, с одной стороны, был текст, старый причем текст про совхоз Грудинина, какой там это плохой совхоз, а рядом идут выборы в Курултай. И вот, кстати, вот этот случай, вот я говорю, что есть какие-то случаи, которые надо забирать в Москву, да, потому что у нас, например, в наблюдательском совете при ЦИК мы будем обсуждать сейчас изменение законодательства, и в том числе у нас в планах пообсуждать закон об агитации, потому что сейчас вот то, как это было сделано, под закон не подпадает. То есть формально ничего не нарушено, да, но при этом показать, что бывает и такое, да, и обсудить вот какие-то новые вещи, я там забираю эту газету с собой в Москву и поговорим о них. Ну, то есть они пошли так вот издалека, да, написали про, собственно, кандидата от КПРФ, экс-кандидат, который от КПРФ на Всероссийском федеральном уровне, как бы поддержать, в общем-то, отделение свое, правильно понимаю? Нет, они наоборот написали, там газета была муниципальная, написана была гадость, значит, перепечатка из федерального
центральной прессы, какой плохой совхоз, какой ужасный был когда-то президент от КПРФ Грудинин. Чтобы подмочить репутацию местного отделения. Да, а рядом, значит, дорогие друзья, у нас выбор в Курултай, вот смотрите, какие партии идут. Это красивая технология, я говорю, что вот ее, например, я забираю в Москву, так что это не был благостный разговор. Мы разбирались в законодательстве, но вот я говорю, к сожалению, там, опять же, были от Яблока очень жесткие жалобы. Ну, опять же, на подсчет, но вот главное, что хочется, чтобы, опять же, не только в Уфе, да, но и в небольших городах, вот, дорогие друзья, хотите выбирать себе власть и это контролировать, идите, защищайте голоса, даже если они поданы не за вашего кандидата. Обязательно все, друзья, идите в наблюдатели, пожалуйста. Это реально работает, да? Это работает. Ну и вторая тема, да, которую вы освещали, получается, точнее, изучали в Бирске, Благовещенске, вы говорите, социальная. Это что? Это детские дома, детские сады? Или... Это был дом престарелых. И было 2 психоневрологических интерната я посетила. Очень серьезный вопрос. Это очень серьезный вопрос, да. Но тут, на самом деле, с одной стороны, хочется сказать огромное спасибо сотрудникам и руководству этих учреждений, потому что видно, как у сотрудников горят глаза. Это подделать невозможно. То есть как они пытаются развлечь, социализировать, вот что-то придумать, чтобы жизнь их подопечных не была вот такой серой, беспросветной, условно говоря, лежать у телевизора, ждать там последнего вздоха своего. Да, ждать последнего вздоха. Нет, они делают реально все, что могут, они выкладываются. С другой стороны, встала очень важная тема, что необходимо, конечно же, службу паллиативной помощи развивать. Это просто необходимо, потому что, например, дом престарелых по факту выполняет еще и функции хосписа, но мощностей ему не хватает, то есть нужно им немножко помочь. Например, еще встала проблема, что нужно такси для инвалидов, да, по региону вводить. Этого просто нету. Кстати, очень интересная проблема, да. Это проблема, да, то есть она, может быть, касается не очень большого количества людей, но для них это важно. Это критический вопрос, конечно. Это меняет качество жизни, конечно. Встал, опять же, знаете, какой интересный вопрос, вот мы раскрою сразу предложение, с которым будем обращаться. Например, в таком психоневрологическом интернате в Благовещенске у них есть свои небольшие производства, где для там трудотерапии они делают из лозы какие-то корзиночки, по дереву красивые поделки, ну, это все делают, но и дальше это все у них, ну, грубо говоря, стоит внутри интерната. И у нас возникла мысль, что можно предложить делать небольшие муниципальные там, или региональные заказы на это, как на сувенирную продукцию, которую дарить гораздо более, я считаю, этично гостям там региона, гостям города, чем какие-то часы, там, блокноты и так далее. Лучше купить это и подарить это, потому что, с одной стороны, будет небольшой заработок и учреждению, и подопечным, да, то есть там... Но и по бюджету это будет гораздо выгоднее, 100%, да, чем покупать какие-то там... И по бюджету нет, а главное для самих вот этих подопечных, конечно. Они будут понимать, что они не просто вот делают что-то для себя, а они востребованы. Конечно, это очень важно. Будет заработок. Вот сразу после нашего эфира вы отправляетесь на встречу с временно исполняющим главы региона в составе всего совета. Вы уже для себя решили, о чем планируете задать вопрос, если такая возможность удастся? Ну, как вы обычно делаете с Владимиром Путиным? Да, ну, во-первых, я сказала, вот я собираюсь выдвинуть вот такое предложение. А во-вторых, конечно же, хочется поговорить о программе аварийного жилья, потому что, к сожалению, вот видите, я много сказала чего того, что хорошо, действительно, что работает. Но, например, по аварийному жилью меня очень пугали случаи вот на приеме, в том числе. Это явно носит системный характер, когда людям вместо квартиры в разваливающем доме дают участок земли, и все было хорошо, но это участок без коммуникаций, без воды. Без построек, элементарно. Да, и без дороги. Да, в чистом поле? Да, или в чистом даже в лесу поле. Бывает? Да, то есть как бы посередине нигде. И для, например, многодетной одинокой мамы, это сомнительный подарок. Слушай, давайте даже не только для одинокой мамы, это вообще, в принципе, для любого практически жителя нашей республики это сомнительный подарок, потому что, строить дом, мы знаем, что это, как минимум, это время, да? Да, то есть как минимум это время. А куда детям? Да, то есть, это говорю, особенно если это вот одинокая женщина там с, например, 3 детьми, она не потянет строительство дома. Конечно. И она не может ждать, пока там проведут коммуникации. И опять же, новый район посреди нигде, там нету ни школы, ни детского сада. Я считаю, что все-таки вот тут нужно разбираться. Я понимаю, что это не решается с наскока, но так тоже нельзя.
Екатерина, в Совете по правам человека при президенте вы относительно недавно, я так понимаю, самый молодой член, да, этого комитета. Что вы уже успели увидеть и понять изнутри? Насколько это рабочий вообще инструмент, для чего, то, для чего он существует, оправдывает свое назначение? Ой, вы знаете, на самом деле я каждый раз, мне очень нравится узнавать постепенно моих коллег, потому что это люди феноменального образования, феноменального интеллекта совершенно. Я рядом с ними просто вот часто тушуюсь. Чувствую себя такой вот школьницей. Значит, на самом деле, очень большая часть работы Совета, к сожалению, не видна, да, то есть, ну, сейчас мы учимся ее немножко по новой подавать, потому что, например, очень много идет работы с обращениями людей. Когда пишут запросы, и, кстати, запросы, например, часто бывает достаточно там просто запрос от СПЧ, чтобы ситуацию сдвинуть. Второй момент — это экспертные заключения, которые, например, ну вот для примера, да, сейчас приведу. В Псковской области сейчас заведено уголовное дело против Псковского яблока за листовку «Голосуйте против всех кандидатов». И мы сейчас подготовили заключение от нашей комиссии как раз по избирательным правам, что мы считаем, что это совершенно необоснованное, непонятное применение законодательства, что там нет состава, и это будет использовано стороной защиты. Поэтому говорить о том, что все, за что берется СПЧ, все получается, я бы не стала, но какие-то вещи удается сдвинуть. А рычаги есть у СПЧ какие-то? Ну, то есть я вот нередко видел ситуацию, когда приходит письмо серьезное там, из канцелярии президента Российской Федерации, опускается к нам, оно пересылается на место, ну и где-нибудь там в деревне какого-нибудь района приходит главе, он говорит: ну, как вариант. Да, то есть... Типичный сценарий. Да, а есть ли какие-то у вас рычаги, то есть, ну... Я не знаю, может быть, вы собираетесь пред светлые очи людей, которые могут сказать: так, вот это доделать. До президента Путина реально довести проблему, грубо говоря? Да. Ну, грубо говоря, когда у нас встречи, да, то есть какие-то самые острые проблемы доносятся. Что касается вот того, о чем вы говорите, да. Ну, скажем так, ну, например, понятное дело, что у нас у всех там есть какие-то уже там, ну, наработанные контакты. Я бы не говорила там, что это блат и так далее. Наработанный контакт, ну, например, удается часто подключать Генпрокуратуру к каким-то ужасным ситуациям. Например, вот, мы очень благодарны всей Генпрокуратуре, когда они помогли вытащить девочек из обвиняемых по делу Нового Величия в экстремистской деятельности из СИЗО, потому что девушки там просто, они физически начали там умирать, следствие упиралось просто ни в какую, а прокуратура, например, изменила позицию, и, то есть они сыграли. Я просто почему спросил, потому что вот огромный пласт работы, мы успели поговорить и до эфира, производится вашими коллегами, да, и очень важно, чтобы это все, имело какую-то точку, да, желательно положительно. В конце концов, результат. Да, то есть какой-то результат, чтобы люди сказали: здорово, теперь аварийное жилье расселяют действительно туда, где можно жить. Вот, кстати, от радиослушателя Рутения Забирова вопрос. В вашу компетенцию входит наблюдение за соблюдением избирательных прав заключенных? И он приводит пример. 9 сентября 2018 года в СИЗО на Достоевского в Уфе объявили недействительными 245 бюллетеней, лишив почти половину голосовавших их права и полностью переиначив результаты в округе. Ну, смотрите, безусловно, у нас есть мобильная группа наблюдательная Совета прав человека. Я, кстати, думаю, что как часть ее приедет обязательно в Башкортостан как раз на единый день голосования. И тут как бы заключенный или пожилой человек, молодой человек, здоровый, инвалид, нет никакой разницы, потому что это права человека. У нас люди равны, все равны для нас. Я думаю, что мы в каком-то составе приедем, понаблюдаем, так что обращайтесь. Но более того, по тюрьмам, я знаю, проехали коллеги Екатерины, да, и там... Да, Игорь Каляпин, Андрей Бабушкин. Причем была формулировка, что все не так плохо. Сразу скажу, что Игоря Каляпина мы в том числе ждем в нашей студии, и я думаю, что более подробно об этой теме еще давайте, поговорим. Да, Игорь Александрович сам расскажет, он профессионал с экстра-класса. А вот меня интересует вопрос по интернатам, по детским домам. Успели ли вы заглянуть, посмотреть? Потому что, например, в Нефтекамске, это город в республике, закрыли интернат, и все, его нету просто-напросто. Значит, я не успела проехать. Что касается закрытия интерната, я могу, зато, например, мы довольно много этой темы занимались на выездном заседании в Иркутской области. И, значит, с закрытием интерната ситуация такая, что сейчас идет переход на систему все-таки, что патронажная семья, опека, детские дома семейного типа, когда, например, да, в деревню берется, там, не знаю, 7-8 приемных детей в большой дом, они берутся под опеку, и и так они выращиваются. Поэтому, на самом деле, по стране детские дома закрываются, но в этом как раз... То есть это и есть цель, да, грубо говоря, более социализировать этих самых детей. Да? Да, я, безусловно, убеждена, что это не означает, что, что детей взяли, выгнали на улицу и закрыли дверь на ключ. Этого, безусловно, нет. То есть...
Скажите, Екатерина, вот вы известная журналистка, да? Я думаю, что основная часть публики вас знает по вопросам, да, на пресс-конференции к Владимиру Путину. Как люди, в том числе журналисты, идут работать в СПЧ? СПЧ сам приглашает туда активистов, или это сами люди приходят и говорят, я хочу заняться правами человека? Нет, это происходит, я не знаю, в смысле, как со всеми. В моем случае это произошло по приглашению, когда меня спросили там, что не буду ли я против. Я сказала, нет, не буду. Мне сказали, срочно тогда пишите. Оформляйтесь. Пишите просто, что нет, я не против. Нет, серьезно, там было, что нет, я не против. И на следующий день я смотрю, выходит указ. Ага. Вот так оно и случилось. Нет никаких собеседований. Потому что я думаю, что в правозащитной среде как-то, все друг друга знают. Ну, конечно. На ваш взгляд, каков тренд? Я имею в виду значимость вот этого, как это назвать, органа, да, или это все-таки общественная организация? Орган, да. Эта значимость, она не меняется за последнее время, или она все-таки меняется в худшую или в лучшую сторону? Знаете, мне тяжело оценивать себя, да, всегда, поэтому я скажу так, что очень хочется, чтобы менялась значимость в лучшую сторону, да, и со своей стороны буду прилагать к этому все усилия. Но при этом, допустим, вот у меня довольно много знакомых депутатов Госдумы, и все честно говорят, что, например, 20% эффективности для депутата Госдумы — это очень много. Потому что не во всех ситуациях возможно помочь, к сожалению. Да? То есть даже самое тяжелое, когда человек, то, что называется, по справедливости прав, а по закону ничего сделать нельзя. Вот это самая тяжелая история. Угу. Скажите, а вот в регионах, да, в системе исполнительной власти регионов, какой орган ваш, я не знаю, напрямую, то ли во взаимодействии находится, то ли в подчинении даже? То есть У нас нет никаких органов подчинения. То есть, например, в некоторых регионах сейчас формируют советы по правам человека региональные, но они не являются частью вертикали СПЧ. То есть мы существуем как консультативный орган, и в данном случае это вопрос взаимной доброй воли такой. Угу. Насколько эта добрая воля уже стала очевидной или неочевидной в республике вот за эти 2 дня? Я действительно хочу сказать, что нам дали доступ. Все, что мы просили, нам дали, нас встречали, нам показывали все, что хотели. Например, действительно, я думаю, что тут лучше всего будет говорить об этом с Игорем Каляпиным, потому что их с Андреем Бабушкиным пустили во все СИЗО, во все колоды, все, что они хотели, везде все пустили. И, хотя это уже такой очень неплохой сигнал. Угу. Ну что ж, у нас время подходит к середине часа, и поэтому мы вынуждены прощаться с нашей гостьей. Член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Екатерина Винокурова была с нами. А мы уходим на перерыв. После этого вернемся в студию. Уже, видимо, я один вернусь. Вам нужно ехать в Белый дом на встречу с Радием Хабировым. Спасибо, Екатерина. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. В 7:30 в Москве, в студии Александр Климов. Новости. Экс-министр открытого правительства Михаил Абызов отказался признать свою вину. Об этом РБК заявил его адвокат Александр Аснис. По его словам, сегодня суд рассмотрит меру пресечения его подзащитному. Абызов, живший последнее время в Италии, был задержан накануне оперативниками ФСБ в Москве. В столице он прилетел якобы на день рождения бывшего коллеги. Следствие обвиняет бывшего министра в создании организованного преступного сообщества и мошенничестве. По версии СК, Абызов и 5 соучастников похитили 4 миллиарда рублей у энергетических компаний. Вывели эти средства за рубеж. Задержание Абызова – это подтверждение того, что правоохранительные органы могут влиять на судьбы людей, имеющих мощное покровительство. Так считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Мы привыкли к ситуации, когда за ночь или за утро выясняется, что прежний высокопоставленный товарищ теперь больше не товарищ. Это ситуация, которая последние 3-4 года со дел Гайзера, дел Улюкаева довольно обыденная, демонстрирующая, что гражданская власть стала слабее, а правоохранители стали мощнее и касаются самых таких высшего уровня власти, говоря о борьбе с коррупцией. Если говорить о команде Дмитрия Медведева, это, наверное, не первая такая история с людьми в той или иной степени близкими Медведеву. Было и дело Рейми,
Владимира, было дело Магомедовых. И каждый раз, в принципе, Медведев достаточно легко для себя выходил без серьезного ослабления, не ведя борьбу, особенно за судьбу чиновника, но в то же время и избегая какого-то аппаратного ослабления. Михаил Виноградов также заметил, что Абызов не очень известен как публичный политик, поэтому его задержание вряд ли является пиар-кампанией, адресованной обществу. ЦИК сегодня рассмотрит судьбу вакантного мандата депутата Госдумы от КПРФ, который не достался Павлу Грудинину. Как сообщалось ранее, ЦИК собирается передать его в порядке очередности депутату Заксобрания Красноярского края Петру Медведеву. Министр юстиции США Уильям Барр пообещал обнародовать новые детали доклада Мюллера. По его словам, это произойдет в ближайшие недели. Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Пока опубликованы только главные выводы доклада. Сговор команды Трампа с Москвой не доказан, но вмешательство в выборы российских хакеров имело место. В Тбилиси на 88-м году жизни скончался грузинский актер Надар Мгалабишвили. Как сообщают грузинские СМИ, в последние месяцы он тяжело болел. Мгалабишвили сыграл десятки ролей в фильмах и сериалах, в том числе российских. Одной из его самых известных работ в кино стала роль графа Калиостро в картине Марка Захарова «Формула любви». В Москве сейчас +2, днем от 1 до 3 градусов тепла, местами небольшие осадки. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. Говорят, человек должен посадить дерево, построить дом, воспитать сына. Разумеется, не обойтись без поддержки, знаний и, конечно, финансов. Все просто. Чтоб легко финансировать, нужно верно инвестировать. Финам. Инвестируй грамотно. Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» в городе Уфа, ООО «Финам Уфа». Цюрюху 75. Телефон 216 11 22. Набор водителей такси. У нас всегда для вас много работы. Служба заказа «Такси Мотор» 2 900 900. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. — 9 часов 34 минуты в Уфе. С новостями у микрофона Руслан Валиев. Оперный певец Оскар Абдразаков назначен советником Радия Хабирова по вопросам культуры и искусства. Как сообщает Башинформ, распоряжение об этом подписал в Рио главы Башкирии. Работать Абдразаков будет на общественных началах, однако в чем именно заключается его работа, не уточняется. Оскар Абдразаков – солист Мариинского театра и народный артист Башкортостана. В 2010-2011 годах Абдразаков занимал пост министра культуры республики. Конгресс башкирского народа попросил у руководства УГОК 480 тысяч рублей на покупку газоанализатора для Сибая. Председатель Совета Конгресса башкирского народа Рамиля Саитова передала руководству предприятия обращение с просьбой о финансировании вчера во время встречи делегации СПЧ с жителями города. Как сообщает портал про Уфу, Саитова пояснила необходимость еще одного газоанализатора тем, что городу нужны альтернативные и независимые данные о содержании в воздухе примесей. Директор Салаватского роддома Альбина Фатыхова назвала реакцию врачей на ее доклад об их зарплатах провокацией, запланированным сценарием и игрой на публику. Вчера Фатыхова зачитала данные о зарплатах врачей и медперсонала на встрече с членами Совета по правам человека. По ее словам, средний заработок врачей составляет 60 тысяч, а зарплата младшего персонала превышает 21 тысячу рублей. Услышав эти цифры, сотрудники роддома рассмеялись и зааплодировали. В разговоре с журналистами «Радио говорит Москва» Фатыхова заявила, что озвучила данные именно о средних зарплатах. Свою зарплату она озвучивать отказалась. И в завершении выпуска о погоде. Сегодня ожидается облачная погода, ожидается дождь и до 3-4 градусов тепла. Сейчас за окном +2. Руслан Валиев, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте.
Продолжаем уфимский разворот. В студии у микрофона Руслан Валиев в гордом одиночестве. Напомню нашим слушателям, что в первой части нашей программы в гостях была член СПЧ, журналист Екатерина Винокурова. И поскольку в 10 утра начинается встреча членов СПЧ с Радием Хабировым, вместе с Денисом Ганиевым, моим соведущим, они поехали на это мероприятие, дабы на него не опоздать. Ну что ж, в оставшееся время я озвучу прессу, да, то, что мы обычно делаем в начале программы. Материалов у нас довольно много, тем более, что благодаря делегации СПЧ у нас событий в республике довольно много. И вот эта вот история с роддомом в Салавате, с зарплатами медработников, она вчера вышла на федеральный уровень. Могу сказать, что в топе Яндекс.Новостей вечером эта новость была номер 1. Большинство федеральных СМИ эту новость также дали. Ну, мягко говоря, реакция у людей примерно такая, какая была у нас вчера в утреннем эфире, когда мы дали вам, дорогие друзья, послушать этот фрагмент, где врачи смеются, когда они услышали данные о своих средних заработках. Значит, прессу почитаем, послушаем фрагмент программы «Персонально ваш». Вчера в гостях нашей студии с Леной Черковой общался кандидат экономических наук Константин Кузьминых. В том числе говорил о своем видении празднования столетия нашей республики. Сразу проанонсирую, кстати говоря, сегодня у нас в программе «Персонально ваш» после 15 часов в гостях будет Павел Качкаев, депутат Государственной Думы России от Башкирии, глава Уфы в 2006-2011 годах. Поэтому вопросы нашему гостю Павлу Качкаеву вы также можете присылать в течение дня по номеру для смс-сообщений +7 927 304 10 51. Пожалуйста, не забывайте подписываться, и чем более конкретные вопросы вы будете формулировать, тем выше вероятность, что эти вопросы мы зададим во время эфира. Ну что ж, к обзору прессы и к голосованию на тему, довольно-таки интересную, на мой взгляд, мы перейдем позже, а сейчас я предлагаю вашему вниманию фрагмент программы «Персонально ваш» с Константином Кузьминых. Столетие Башкирии. Такая тема. Минувшие выходные мы отпраздновали этот юбилей, открыли год юбилейный. Почему не приехал Владимир Путин? Как вам кажется? Но он должен приехать. А почему нет? Столетие Башкирии раз в 100 лет бывает. Все-таки первая республика. Но первая республика, ее здесь Башкирия отличилась, как всегда. Я слышал только послание Путина. Но он поздравил, но он не приехал сам. Вроде, что республика в лидерах, что республика надежда в России и так далее и тому подобное. Приехала Матвиенко, руководитель Совета Федерации. Такая практика есть. Главный руководитель иногда не приезжает. Может быть, занятость. Я не думаю, что здесь какое-то отторжение или еще что-то к республике. У главного руководителя страны, наверное, дела были какие-то, я думаю. Медведев частенько бывает в Башкирии. О том, что не приехал Медведев, я даже не знаю почему. Наверное, тоже какие-то дела. Я же не могу за них говорить. Вы имеете в виду, что нет внимания к Башкирии? Я имею в виду, что довольно интересно получается. Мы между собой, когда этот вопрос проговаривали, в редакции в том числе, я читала довольно много публикаций по этому поводу. Есть мнение у людей, что вот в Казань он точно приедет, потому что Казань будет настаивать. Татарстан будет настаивать. А Башкирия не настаивала. И Путин, в общем-то, не приехал и, усматривает в этом какие-то отношения, может быть, сложные, напряженные. Что значит настаивать? Настаивать, управлять тем самым руководителем страны. Тоже хорошо, наверное. Тоже нужно напор, тоже нужно настаивать. Но если он не может приехать, как здесь настоишь? Ты же не можешь ему приказать. Надо заманивать, наверное, какими-то интересными вещами, может быть, какими-то новыми проектами, предложениями от республики. Заинтересовывать в своей мудрости, в своих каких-то достижениях. У нас есть что-то, что могло бы его заинтересовать? Что-то появилось? Вы имеете за последний промежуток времени? Да. Мне трудно сказать на этот вопрос ответить. Празднование столетия региона, вам не кажется, что он как-то тихо проходит? Я вообще не знаю, что праздновать. Я не праздную. 100 лет. Что такого? Деньги выкидывать, что ли? Фуршеты устраивать? Прошло 100 лет, приехали какие-то люди. Все-таки такая, это значительная. Республика сформировалась окончательно, как самостоятельный регион. Для вас это не повод? Я не знаю, что пировать, было бы еще поводы какие-то. Слушайте, когда 450 лет праздновали вхождение в состав России, все-таки, я помню, были довольно масштабные. Деньги выделили с федерального бюджета, насколько я знаю. То есть здесь просто сейчас попытка сэкономить, поэтому... возможно, да. Коллеги мои с портала про Уфу писали, что, в принципе, юбилей никому не нужный, они его даже сравнивали с чемоданом без ручки, потому что Хамитов все это инициировал, и в итоге Хамитов даже сам на этот юбилей не пришел. На ваш взгляд, Хамитов-то почему не пришел? Путин
Путин, хорошо, ладно, был занят. Хамитов сейчас не при делах, вроде... Муртаза Рахимов тоже не сильно при делах, но тем не менее. У людей есть частные какие-то аспекты, может быть, он по личным каким-то аспектам не пришел. Все может быть. У людей есть своя жизнь, пришел бы он, ну и что было бы из этого? Я вот тоже считаю, что празднование столетия Башкирии... Недостойная эта дата достойная масштабных дата, но событий. Вот сказать перед всеми большое спасибо нашей республике, 100 лет, ударный труд, молодцы там и так далее. Это могут сделать, но в данной ситуации я вообще не вижу отмечать что-то там приездами Путина. Ну, действительно, что Путину-то показать? Константин Кузьминых, кандидат экономических наук, был вчера гостем программы «Персонально ваш». Полная версия эфира на нашем сайте эхомскауфа.ру, в Ютубе и на Фейсбуке, как всегда, есть. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не пропустите все эфиры. Тем более, что, напомню, сегодня в гостях «Персонально ваш» у нас будет Павел Качкаев, депутат Госдумы, бывший глава города. Ну что ж, послушали фрагмент. Сейчас я как раз предлагаю перейти к тому, с чего мы обычно начинаем разворот, а именно обзор прессы. Значит, по поводу зарплаты врачей. Издание ПроУФУ опубликовало расчетки, вот эти вот квиточки, где зарплата сотрудников Салаватского роддома значится. Сотрудники после этого видео нашумевшего, да, где они смеются по поводу высказывания главврача, прислали эти данные нашим коллегам из ПроУФУ. И вот что здесь видно. Я напомню, да, значит, по словам директора, значит, врачи получали 61 тысячу рублей, значит, акушерки 35, младший медперсонал получал более 21 тысячи рублей. Значит, что в итоге получается согласно расчеткам? Значит, судя по квиткам, цитирую я ПроУФУ, зарплата процедурной медсестры, у которой внутреннее совместительство при этом есть, 20 тысяч рублей. У обычной медсестры, заполняющей листы, 15 тысяч рублей. Значит, дальше. Акушерки, имея ночные дежурства и работающие больше, чем на ставку, получают 26 и 17 тысяч в месяц. Старшая акушерка получает 28 с небольшим тысяч рублей. Значит, далее. Сестра-хозяйка, по совместительству которая работает еще и уборщицей, получает 15 200 рублей. А уборщица отделения анестезиологии и реаниматологии получает 12 500 рублей. Уборщица акушерского физиологического родильного отделения получает 8 400 рублей. Значит, показательна зарплата бывшей санитарки, обучившейся на младшую медсестру. Когда Салаватский роддом был государственным, зарплата была выше, и это учитывая, что должность там была ниже. И здесь, опять же, фотографии этих вот расчетных листов. Зарплата была якобы 18 тысяч с небольшим, и стала она 14 500 рублей. Вот такие вот данные. Значит, что еще в этом материале есть? Член СПЧ Наталья Евдокимова задала вопрос о самой высокой и самой низкой зарплате. Так вот, директор автономной некоммерческой организации «Перинатальный центр», представляющая Салаватский роддом, уверенно на это сообщила, что средняя зарплата по больнице, как я уже говорил, 61 тысячу рублей. Значит, по поводу максимальной и минимальной комментариев никаких не прозвучало. Вот такие вот данные приводит ПроУФУ. И, в общем, я думаю, эта тема, она действительно заслуживает внимания, поскольку средняя зарплата — это совсем не одно и то же, что зарплата конкретных отдельных взятых сотрудников, которые зачастую имеют доход в 2 раза меньше, чем средние данные, как средняя температура по больнице, да, как принято говорить. Далее, значит, Медиакурсеть, ПроУФУ пишут лонгриды, длинные материалы о том, как проходят мероприятия Совета по правам человека в республике. Вот, как выразились наши коллеги из Медиакурсети, творческая бригада издания находится в Сибае и, в общем, подробно расписала о том, как проходили там мероприятия. Эксперты и члены СПЧ побывали на горных выработках в месторождениях Новый Сибай, Нижняя Залежь и Камаган. Они там были совместно с представителями Учелинского ГОКа и гражданскими активистами. В 3 часа дня сообщили о своих наблюдениях горожанам. Значит, здесь что важно отметить? Эксперт Совета по правам человека Алексей Киселев считает, что вред здоровью горожан все-таки наносится, несмотря на неоднократные заявления медиков и руководства республики о том, что вреда никакого нет. Он сказал, что нужно лечить город, так как в Башкирии вообще на экологию не обращают внимания. Директор по горному производству УГМК Григорий Рудой отметил, что сейчас идет мониторинг
через 26 дней мы точно скажем, что будет. Если ситуация повторится, мы поднимем уровень воды. Для этого строятся еще 4 перемычки. УГМК прорабатывает, оказывается, 3 варианта развития событий. Первый — расконсервация и откачка воды. Второй — очищение воды и слив ее в хвостохранилище. Такой вот термин тут приводится, к сожалению, не могу пояснить, что это. И третий вариант развития событий — это подтопление Сибайского карьера выше 469 уровня. Значит, на встрече также прозвучало немало эмоциональных выступлений. Здесь приводится видео. «Мне стыдно за власть», сказала одна из местных жительниц. «Есть власть больших денег», добавила она. После паузы, вызванной шумом в зале, она продолжила: «Я думаю, что выражу мнение многих людей, что надо обратиться к президенту и правительству, чтобы ввести независимый экологический контроль за соблюдением экологических прав и ввести уголовную ответственность за рукотворное создание таких ситуаций, халатность, разгильдяйство, вред людям и государству. Следком России должен работать», добавила выступающая жительница местная. Значит, на ПроУФУ также, значит, по поводу мероприятий Совета по правам человека. Здесь первый день, да, то, о чем мы говорили, в том числе с Екатериной Винокуровой, о том, как прошел круглый стол, где общественники нашей республики прежде всего выясняли между собой отношения. Мы и вчера в утреннем развороте об этом говорили. Кто больше любит Родину, как говорится, да, кто больше заслуг имеет перед общественностью при отстаивании прав и интересов граждан. Значит, я добавлю лишь, значит, о том, что пишет про УФУ Рамиль Рахматов по поводу Айрата Дильмухаметова. Да, мы об этом не говорили. Под занавес мероприятия в понедельник председатель Совета по правам человека Михаил Федотов пообещал местным активистам взять на контроль Совета дело политика Айрата Дильмухаметова. Дальше цитирую про УФУ. «И дело тут не в симпатиях к нему или характеру его очередного уголовного дела, а дело в том, что статья 280, часть 1 Уголовного кодекса России является относительно новой, по которой еще не сложилась правоприменительная практика. В этом смысле оно может стать прецедентом, поэтому такой экспертный контроль необходим». Я, значит, от себя поясню, дорогие друзья, что речь идет о статье, так называемой крымской, да, где якобы, да, человек, который обвиняется по этой статье, он не признает территориальную целостность России. И именно эта статья, судя по данным, которые сейчас имеются, она вменяется Айрату Дильмухаметову, который, я напомню, находится под арестом после того, как в его квартире в начале месяца прошли обыски. Значит, проанонсирую также, да, у Совета по правам человека еще остались ряд мероприятий, в том числе посещение исправительных учреждений, это несколько СИЗО и несколько зон. Игорь Каляпин ожидается у нас также в студии. Скорее всего, интервью выйдет в эфир завтра, поэтому следите за анонсами. И вопросы гостю также вы можете присылать нам по телефону +7 927 304 1051. А я продолжу обзор прессы и перейду немного к другим темам. Уфимская экс-дознавательница, заявившая об изнасиловании, вновь попала в больницу. В частности, об этом пишет «Комсомольская правда» в Уфе. Значит, издание напоминает, чем все началось. Началось это прошлой осенью, да, я думаю, все знают. Она обвинила своих начальников, да, коллег в изнасиловании. Значит, что новое, что у нас произошло вчера? Стало известно, что дело по гражданскому делу, а она подала иск против полиции, которая ее уволила после этого события, посчитав, что ее уволили оттуда неправомерно. Так вот, это дело приостановлено, а причиной стало то, что она оказалась в больницу. В Верховном суде Башкирии этот факт подтвердили «Комсомольской правде», но, в общем, причин, почему она находится в больнице, здесь дополнительно не сообщается. Об этом также пишут и другие издания нашей республики. Далее. Судебный пристав проявил акт гражданского сознания и ответственности. Так, компьютер сейчас наш немножечко, я надеюсь, отвиснет. И пока я почитаю комментарий. Значит, у нас тут... Ай-яй-яй. Тетя Роза нам пишет смс-ку вдогонку к теме заработных плат врачей Салаватского роддома. В СССР зарплаты, так как сейчас, до небес в разнице не различались. Ну да, то есть зарплаты были примерно одинаковые. Значит, минимальный уровень прожиточный минимум у нас 8847 рублей.
Таких людей у нас немало. Ну, в общем, да, здесь нельзя не согласиться с репликой тети Розы. Действительно, зарплата, она и прожиточный минимум, конечно, вызывает вопросы. Так вот, возвращаясь к теме, судебный пристав пожертвовал 4 миллионами рублей ради закона, пишет Медиакурсеть. Вот о чем речь. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело касается взятки в особо крупном размере. Как следует из материалов дела, в полицию обратился судебный пристав, которому предложили взятку в размере 4 миллионов рублей за незаконное содействие в рамках исполнительного производства. Дело в том, что по решению суда со счета должника на счет судебных приставов была перечислена определенная сумма, однако позднее суд принял решение об отмене взыскания. Когда же встал вопрос о возврате средств, директор предприятия обратился к приставу с просьбой перечислить деньги на счет другой компании. В качестве вознаграждения он предложил 4 миллиона рублей. В момент передачи средств были задержаны посредник, а затем и директор предприятия. Следствие продолжается. Вот такие у нас судебные приставы встречаются, так что, в общем, нельзя, да, какие-то выводы делать по отдельно взятым случаям, когда вот их ругают, что они вообще не идут навстречу людям, да, и ведут себя как-то предвзято. Прямо интересный случай, интересный кейс. Значит, это был материал на Медиакурсети, и, в общем, да, сейчас плавно перейду к материалу на Коммерсанте и предложу вам, дорогие друзья, голосование, поскольку тема, мне кажется, очень интересной и важной, и постепенно будем наш сегодняшний утренний эфир закруглять. По данным Коммерсанта, 44% жителей Башкирии считают допустимым давать взятки. Это вот как раз-таки к разговору о том, о чем только что я рассказывал касательно судебного пристава, да, который отказался от крупной взятки. Значит, у жителей Башкирии сформировалось толерантное отношение к коррупционному взаимодействию с органами власти, следует из опроса 1000 жителей республики, которые в конце 2018 года провела Академия наук республики. Допустимым дать взятку в определенной жизненной ситуации считают 44% опрошенных. Значит, в том, что они хотя бы раз дали взятку в последние 2 года, признались при этом всего 11% опрошенных. Да? То есть, с одной стороны, давать можно, с другой стороны, признание, в общем, готовы сделать далеко не все. Вот в связи с этим, друзья, вопрос к вам. Давайте поголосуем. Как бы его так сформировать, чтобы было проще и понятнее. Если вы согласны вот с этими 44% опрошенных и считаете, что вот эти взятки на бытовом уровне вполне себе допустимы, голосуйте по номеру 262 72 47. Если вы считаете, что именно с этого начинается все зло, именно с этого формируется вот эта коррупция, которая разъедает экономику и, в принципе, устои государства, то есть не нужно давать взятки, даже если очень хочется решить какую-то мелкую проблему там, с медициной той же, да, или ситуацию на дороге, но вы считаете, что этого делать нельзя, голосуйте по номеру 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Итак, друзья, мы с вами голосуем. Вот 44% опрошенных Академии наук республики жителей Башкирии считают допустимым давать взятки. Если вы согласны вот с этими 44%, деваться некуда, жизнь наша такая, у нас еще нет возможности решать вопросы в правовом поле. Очень часто бывает вопрос жизни и смерти, да, например, когда дело касается медицины. Ну как не дать взятку, когда близкий человек в плохом состоянии и никто не может вам помочь? Нет же времени писать, я не знаю, там, в Facebook Хабирову для того, чтобы отреагировали. То есть нужно решить вопрос сейчас. Поэтому вы считаете это допустимым, ну что ж поделать. Очень не хочется, но надо, потому что вроде как, ну жить-то охота, да, жить-то надо, как говорит Муртаза Губайдулович. 262 72 47. Жить надо, поэтому вы считаете допустимым, в принципе, давать взятки в определенных случаях. Нет, вы считаете это недопустимым. 262 72 48. Голосуем, а я продолжу, значит, озвучивать данные из материала. Чаще всего граждане дают взятки сотрудникам ГИБДД, как раз-таки медицинских и в образовательных учреждениях. 39% респондентов считают допустимым дать взятку для облегчения или ускорения решения их проблемы. Не приемлют дачу взяток ни в каких ситуациях всего 9% опрошенных на Академии наук. И 12% считают, что в случае вымогательства взятки стоит обратиться в правоохранительные органы. Сама по себе проблема при этом взяточничества и коррупции беспокоит население Башкирии гораздо меньше, чем проблема плохих дорог, например, или некачественного медицинского обслуживания, отметил, оказывается, представитель Академии.
Кстати, вот интересно, да, то есть, с одной стороны, наших людей беспокоит плохое состояние тех же дорог, но вот этой взаимосвязи, да, не все видят между взятками и плохим состоянием дорог, городской инфраструктуры. А ведь на самом-то деле, если покопаться, да, даже не очень глубоко, а просто какую-то причинно-следственную связь отследить, эта связь очевидна. И чем больше коррупции, тем хуже, опять же, состояние дорог. Тем более в этой самой сфере, которая общепризнанно является одной из самых наиболее взяткоемких и откатоемких, я бы даже сказал, я говорю про дорожное строительство. Я напомню, друзья, мы голосуем с вами, и, в общем, призываю быть честными. Голосование у нас абсолютно анонимное, да, то есть мы не фиксируем номера звонящих, мы просто считаем в процентах, кто выбрал тот или иной вариант. 262 72 47. Вы считаете, что взятки допустимы в быту, если они не приводят к каким-то таким государственным, я не знаю, глобальным проблемам, а наоборот помогают решить отдельно взятую частную проблему маленького человека, например, во время посещения там, той же самой больницы. Вы считаете это допустимым и, может быть, даже неизбежным злом, которое в нашей ситуации, в наших реалиях, в общем, мы не можем от него отказаться. 262 72 47 допустимо, 262 72 48 недопустимо. Ну, поскольку я один в студии, да, аргументировать за тот или иной вариант, конечно же, вроде как и не хочется. Опять же, с пониманием лично отношусь я и к тем, кто голосует по первому телефону, и к тем, кто голосует по второму. Понятно, что голосовать против намного проще. Это такая понятная, правильная позиция с точки зрения прописных истин, да. Но жизнь-то сложнее. В жизни у нас бывают ситуации, опять же, очень сложные, и никому не пожелаешь, вот, опять же, когда возникают сложности со здоровьем. Как ни крути, даже вот иллюстрируя вопрос состояния нашей медицины, вот эти истории с зарплатами в Салаватском роддоме, можно сказать, что прозрачности там мало и довольно много показухи. А там, где много показухи, опять же, могут быть недоработки и может быть необходимость как раз-таки людям решать вопросы с помощью взяток. Ну что ж, еще раз напомню номера и подведу итоги голосования. 262 72 47. Вы считаете взятки допустимыми, поскольку другого выхода нет. 262 72 48. Нет, это не выход. Нужно от них отказываться, чтобы все-таки избавиться от этой проблемы, от этого зла, которое неизбежно приводит к проблемам страны в целом. 262 72 48. Ну что ж, в течение всего голосования у нас цифры скакали, могу честно сказать, но результат, в некотором роде оптимистичный. 70% ровно считают, что взятки давать не нужно ни при каких обстоятельствах. 30%, назову их реалистами, все-таки говорят, что в некоторых ситуациях подобного рода бытовые взятки допустимы. Ну что ж, друзья, время программы нашей подходит к концу. Благодарю всех, кто был сегодня с нами. Следите за развитием событий вместе с радиостанцией «Эхо Москвы» в Уфе. В студии был Руслан Валиев. Всем желаю хорошего дня. До свидания. Мягкой посадки.